Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как мужчина получил ножевое ранение плеча в подъезде одного из домов на улице Восход. Кто это сделал? Да она убежала уже. Она? И ранение мужчины в живот в самом центре Казани. Больно. Покажем траншею, в которой сегодня утром засыпало землей троих рабочих и последние секунды жизни 36-летней жительницы Нижнекамска. Они орали, все прохожие шли смотреть. Она упала из окна на асфальт. А также задержание с наркотиками. Я вообще не понял, они остановили, втором вышли, И пожар в часовне. Говорят, что пожар. Это и не только прямо сейчас. Сообщение о ножевом ранении мужчины в одном из домов на улице Восход в Казани поступило в экстренные службы сегодня днем. Прибывшие на место врачи и полицейские обнаружили мужчину с колото-резанной раной плеча. Он рассказал, рану ему нанесла бывшая сожительница, с которой они уже расстались месяц назад. Кто это сделал? Да она убежала уже. Она? Да иди сначала скоро. Раненый мужчина успел вызвать медиков и позвонить отцу. Вместе с врачами на место приехали и полицейские. Пострадавший им сообщил, что с ножом на него набросилась бывшая возлюбленная. Удар пришелся в левое плечо. И пока врачи оказывали ему первую помощь, отец раненого мужчины рассказал о бурных отношениях его сына с нападавшей. Это его бывшая девушка, они расстались, наверное, уж с месяца как не живут. Вот он мне позвонил, меня Катя зарезала. Мужчина рассказал, что сын познакомился с 27-летней девушкой в интернете 1,5 года назад. Сначала молодой человек поехал с ней жить к ее матери в Оренбург. Там устроился на работу, но потом они вместе решили переехать в Казань. Сняли квартиру, но счастливой их жизнь мужчина назвать не мог. Говорит, они часто ссорились. Доходило до больших скандалов. В итоге пара рассталась. Екатерина, продолжает мужчина, не отдавала его сыну ключи от съемной квартиры, в которой они вместе жили. Он предположил, что это и могло стать причиной конфликта в этот раз. Он снимает квартиру, Салават Купаре, он работает, снимает отдельную квартиру. Она, не знаю, они жили вот там, где она сейчас проживает, не знаю. Я знаю, это единственное, что у нее нет ни документов, ничего. Что они делали в подъезде дома на улице Восход, неизвестно. По словам отца пострадавшего, его сын алкогольные напитки употребляет редко, но если пьет, быстро пьянеет и не всегда себя контролирует. Ну, в принципе, он не пьющий, но если он выпьет 100 грамм водки, там, или, не знаю, спиртного, у него голову сносит. Вот, я его сразу, первый вопрос, после того, как он мне сказал, да, я говорю, ты пьяный? Нет. Я говорю, выпил? Да. Именно алкоголь, считает отец раненого, мог сыграть злую роль в произошедшем. Пострадавшего госпитализировали в 12-ю горбольницу. Стражи порядка же отправились на поиски подозреваемой. Ее фотографию полицейским передал сам потерпевший. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Сообщение о ранении мужчины в живот в центре Казани поступило вечером в экстренные службы. В скорую помощь звонил друг потерпевшего. Он рассказал, что сидел в припаркованной машине на стоянке на улице Московская, когда пришел его истекающий кровью товарищ. У него было ранение живота. Где и как был ранен мужчина, по словам его приятеля, он не рассказал. Да не знаю, что произошло. Больно. Раненого мужчину госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи, а его товарища полицейские доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Один человек погиб, 2 пострадали в результате обвала грунта в Новошишминском районе Татарстана. Трагедия произошла в 11 часов дня на 78-м километре трассы Шали-Бавлы. При производстве дорожных работ осыпался грунт в траншею. В это время в ней находились 3 мужчин. Очевидцы смогли вытащить из-под завалов 2 человек. Они подавали признаки жизни и были срочно госпитализированы. 51-летнему рабочему помочь было уже невозможно. Он скончался от полученных травм. Прокуратура сейчас проверяет, как соблюдались требования охраны труда при производстве земляных работ. А Следственный комитет по факту гибели рабочего возбудил уголовное дело. Страшные кадры сняли жители одного из домов на улице Строителей в Нижнекамске. Они увидели, как из окна на 6-м этаже дома напротив свисает девушка. Упасть ей не дает мужчина, который, видимо, держал ее из последних сил, так как через несколько секунд она камнем полетела вниз.
Ноги в окне, а голова свисает вниз. Страшные кадры, на которых разворачивается борьба за жизнь человека, сняли жители соседнего дома. В эти секунды от падения девушку спасает только то, что кто-то в квартире держит ее за ноги. В какой-то момент ей удалось взять спасителя за руки, но спустя секунды пальцы разжимаются, и девушка летит вниз. Она рухнула на асфальт, и только потом ее отбросило на газон. От полученных травм девушка скончалась на месте. Очевидцем трагедии стала жительница квартиры на первом этаже. Девушка упала прямо под ее окна. Рассказывает, комната, откуда выпала девушка, не на хорошем счету. Там постоянно собираются любители выпить. Незадолго до трагедии была очередная пьянка. Они орали, они гуляли до 5 утра сначала, потом, видать, уже и опохмелились хорошо, уже время же 1:30 было, когда. Они так сильно кричали, что вам на первом этаже слышно было? Всегда слышали, все прохожие шли, смотрели. Они же тоже видели, потому что я 112 сразу набрала. Мужчина, который пытался затащить девушку внутрь, ее сожитель. После трагедии он сразу спустился вниз и прикрыл погибшую своей кофтой. Девушка была в одной майке. Больше на ней не было никакой одежды. Ей было 36 лет, ее сожителю 34. Ранее мужчина был судим. После трагедии ему понадобилась помощь медиков. Мужчину госпитализировали в психоневрологический диспансер. Алсу Курманова, Александр Халин и Максим Липин. Вызов 112. 1 человек погиб, 2 грузовика сгорели. Таков итог аварии на трассе М7 в Менделеевском районе республики. По предварительным данным, водитель «Газели» не выбрал безопасную скорость и врезался в «Исузу», который ехал впереди. Сразу после столкновения «Газель» вспыхнула, пламя перекинулось и на второй грузовик. В результате водитель «Газели» скончался на месте. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Пассажиры такси задержали автоинспекторы на улице Несмелого по подозрению в хранении наркотиков. Как рассказал водитель «Лады Грант», он забрал клиента, который ехал в один из казанских отелей. При выезде на улицу Краснококшайская путь ему перегородил патрульный автомобиль ГИБДД. Пассажир при этом выбросил на улицу какой-то сверток. Не знаю, я вообще не понял. Они остановили, тут пятером вышли, короче. Мне сказали, сиди в машине, они туда подбежали. Запретили выходить, сиди в машине, дверь не закрывай. Дальше не знаю, что делать даже. Выброшенный пассажиром сверток изъяли и направили на экспертизу. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции. А автомобиль до выяснения всех обстоятельств задержали и доставили на штрафстоянку. Автоинспекторы в Лениногорске задержали 40-летнего мужчину, у которого при себе были наркотики. Стражи порядка заметили выходящего из леса полосы человека, который подозрительно оглядывался по сторонам. Когда к нему подошли полицейские, мужчина стал объяснять им, что таксист высадил его в незнакомом месте, он просто пытался понять, где находится. При этом сильно нервничал. Тогда прохожего решили досмотреть, и в кармане шорт обнаружили сверток с неизвестным порошкообразным веществом. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что это мефедрон весом почти полграмма. В отделе полиции задержанный признался, что купил наркотики для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину на период следствия заключили под стражу. А в Чистополе в ходе проверки оперативной информации о незаконном обороте наркотиков полицейские задержали 23-летнего казанца. Подозреваемого задержали в лесном массиве. У него обнаружили 44 свертка, как позже установила экспертиза, с мефедроном массой более 40 граммов. Стражи порядка установили, что задержанный является наркокурьером. В интернете он получал задания, забирал запрещенные вещества из тайников, расфасовывал и делал закладки с разовыми дозами на территории Чистопольского района. В его квартире также провели обыск. Там обнаружили весы, упаковочный материал для расфасовки запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на время расследования уголовного дела и вынесения вердикта отправлен в следственный изолятор. 77-летняя женщина пострадала в результате пожара в часовне Казанской иконы Божией Матери Серафима Саровского на улице Клары Цеткин. Горел деревянный тамбур на площади в 5 квадратных метров. Ожоги пенсионерка получила, когда пыталась выбраться на улицу сквозь стену огня. Как часовню охватил дым, сняли очевидцы на свои мобильные телефоны. Они же вызвали пожарных. До их прибытия из полыхающего здания выбралась 77-летняя работница. Пробираясь сквозь стену огня, женщина получила ожоги кистей рук и лица 2-3 степени. Ее госпитализировали в РКБ. Когда вышли, уже все сгорело, пожарные тушили. Говорят, что поджог, да. Я мимо проезжал, видел там пожарные, что-то копоть внутри.
Что там дальше, не знаю. Огнеборцы установили, возгорание началось в деревянном тамбуре. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. С пламенем справились за считанные минуты. Но даже за это время в часовне успело многое пострадать. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания. Сейчас проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливается причина пожара. Отрабатывается несколько причин. Это первое – неосторожное обращение с огнем. Вторая причина – это у нас, может быть, произошло короткое замыкание электрооборудования. И третья причина – вероятность поджога. Вот данную версию мы отрабатываем вместе с отделом полиции. Версию о поджоге не исключают и местные жители. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.